Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем печь очень вкусный татарский сладкий балеш с тыквой и сухофруктами. Для начала займемся виновницей торжества. Смотрите, какая у меня тыква огромная. Большое спасибо свату и свахе за то, что они меня угостили такой большой тыквой. Я им очень благодарна. Сейчас мы займемся тыквой. Попробуем его разрезать. Ой, смотрите, какая шикарная тыква. Сейчас будем нарезать тыкву. Я почистила 600 грамм тыквы. Сейчас будем нарезать его мелким кубиком. Тыкву сразу кладем на дуршлаг. Тыкву я нарезала, добавила чайную ложку соли, вот так хорошенько все размешала. Тыкву уже дала сок. Вот он у меня сейчас, весь сок будет отсюда выливаться. Для начинки нам еще понадобится 150 грамм кураги, 150 грамм чернослива, 100 грамм изюма, это я все помыла, все перебрала, 150 грамм риса, это сухой, сырой рис, не вареный. Рис надо будет отварить под соленой воде до полуготовности. 120 грамм сливочного масла и 2 столовые ложки сахара. Сейчас все это пока уберем и займемся тестом. Тесто у нас будет бездрожжевое. Для теста возьмем 350 грамм просеянной муки. И будем натирать замороженное сливочное масло. Если муки будет мало, можно добавить еще. Мука у всех разная, поэтому смотрите по своей муке. Из муки и масла делаем крошку. Добавляем пол чайной ложки соли, столовую ложку сахара, 1 пакетик разрыхлителя. Но можно и без разрыхлителя. Это по желанию. Все хорошенечко размешиваем. И добавляем 250 грамм сметаны. Сметана можно любой жирности. Что у вас дома есть, с того и делайте. И замешиваем тесто. Тесто долго месить не надо, его просто нужно собрать в шар. Вот такое очень мягкое тесто у меня получилось. Сейчас ее накроем крышкой и уберем в холодильник примерно на 30 минут. Пусть пока отдыхает. Наша тыква дала сок. Смотрите, сколько соку. Этот сок надо обязательно убирать, чтобы балеш не получился мокрым. К тыкве добавляем отваренный до полуготовности рис. Добавляем наши сухофрукты.
и 2 столовые ложки сахара. Все хорошенечко размешиваем. Вот такая очень вкусная у нас начинка получается. Сейчас будем делать бариш. Сковородку я помазала растительным маслом. Диаметр сковородки 34 сантиметра. Сейчас будем раскатывать тесто. Тесто очень мягкое, приятное. Так, делим ее на 2 части, одну большую, одну маленькую. Большая это у нас будет верхняя часть. Ее пока уберем. А нижнюю часть я раскатаю. Тесто я раскатала. Толщина примерно 5 миллиметров. Сейчас будем укладывать на сковородку. Кладем начинку. Такой аромат уже прям чувствуется. Кладем 120 грамм сливочного масла. Можно растопленный, но я просто так кусочками кладу. Масло уже растаяло. Ну, 100-120 грамм, кто как любит. Сейчас будем закрывать наш пирог. Пирог я закрыла. Сейчас по краю буду делать защипы. Такие защипы я уже много раз показывала. Кто это не видел, посмотрите еще раз. Они делаются очень легко. В центре делаем небольшое отверстие. Это чтобы крышка у нас не поднималась и воздух мог оттуда выходить. Балеш смажем яйцом. Печем при температуре 200 градусов где-то 30-40 минут, пока не зарумянится. Наш балеш готов. Вот смотрите, я его отрезала, какой красивый, румяный. Очень-очень аппетитный получился, сочный, мягкий, очень вкусный балеш. Попробуйте вы тоже приготовить. Я думаю, что вам понравится. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.